телеканал «Эфир». Президент России подписал указ о праздновании 175-летия со дня рождения великого русского композитора Петра Чайковского. Юбилей будет широко отмечаться в мае, накануне проведения авторитетного международного конкурса имени Чайковского. А в Казани уже прикоснулись к этой знаковой дате. Абонемент «Брависсимо» познакомил горожан с сочинениями композитора, которые редко исполняются. На первом казанском концерте в честь Петра Чайковского побывал Дмитрий Пивоваров. Абонементы Центра современной музыки имени Софии Губайдуллиной имеют отличие от многочисленных музыкальных проектов. Во-первых, основными является художественное слово, отсыл к лучшим образцам русской литературной классики. Во-вторых, первая ласточка в наступившем году литературы объединила двух титанов – Пушкина и Чайковского. Это ежегодно, вот уже в течение 3 лет у нас есть своя публика, и они с удовольствием ходят на эти концерты. Как считают сами организаторы, цикл «Брависсимо» – это своего рода посыл к теме дружбы народов. Здесь музыкально-театральные экзерсисы по случаю перекрестного года Великобритании и России. Это и редко звучащее сочинение самой Софии Губайдуллиной, написанное в России и Германии. Это и предстоящий музыкальный диалог Польши и России. Русская душа – самая загадочная душа, самая тонкая, самая сложная, поэтому передать это все в таких замечательных произведениях очень сложно. Появление солистов Большого театра России всколыхнуло и души зрителей, и самих артистов. Несмотря на, казалось бы, хрестоматийные мелодии и многократное прослушивание, ассоциации и образы рождались словно впервые. Большой театр – это один из 2 театров мира, который стоит рядом с Чайковским на особой ситуации. Там самые первые премьеры в Большом театре ведь и «Лебедина», и «Черевички», и «Мазепа». Что наша жизнь – игра, напомнили языком музыки и слова. Музыкальные приношения Петру Чайковскому будут продолжены и в этом творческом сезоне. Так оперный театр собирается восстановить «Пиковую даму», бывшую многие годы украшением шаляпинских фестивалей. Чайковский настолько близок нам. Мы настолько пропитаны этой музыкой с детства. Она всегда нас сопровождает в нашей жизни. В этом как раз и простота, и сложность. Сложность, потому что это громадная ответственность. Дмитрий Пивоваров, Рустем Кадыров, телеканал «Эфир». В Казанском